Скажи, пожалуйста, вот у меня есть знакомая, которая носит интересную такую деталь одежды. Это такие у нее типа как подтяжки, что ли, да? Ну, на ноги надевает, вот, чтобы не мерзли ноги в области бедра. Вот это вот можно, но потому что вот нету нигде в продаже вот таких вещей. Это рукотворная вещь, и это может быть, ну, это как область дизайна, да, или что это вот одежда, да? Ну, как это? Нужно запатентовать или как? Что посоветовать? Это возможно запатентовать, да. Нужно просто провести поиск, посмотреть, действительно ли это новое решение, и попробовать оформить патент в данном случае на промышленный образец. То есть это не область техники будет, это будет решение в области дизайна. И подать заявочку в Роспатент для государственной регистрации получения патента. А потом что? Ну вот потом этот человек должен пойти по каким-то нашим шитейным этим предприятиям? Да, она может открыть, собственно говоря, собственное производство, да, на основании своего патента и уже монопольно действовать на рынке. Либо продать лицензию заинтересованному лицу какой-либо в швейной фабрике, либо какому-нибудь очень интересному предпринимателю, который будет запускать в масштабном количестве это производство. Ей отчислять какой-то процент или твердую сумму от продаж. Или вообще... Посмотрите, как здорово. Так что... Мария, живем. Ну, смотрите, а это же ведь стоит каких-то денег для нее, да? То есть нужно прийти, чтобы вот за ту помощь, которую вы ей окажете в оформлении вот этого патента, нужно же заплатить это дело, да? Я хочу сказать, что консультации у нас абсолютно бесплатные. То есть в своей деятельности мы нацелены на то, чтобы как можно больше людей научить пользоваться этим инструментом, да, и предоставляем им возможность самим попробовать при нашей помощи составить эти документы. То есть, если это все идет в формате консультации, это для них абсолютно бесплатно для заявителей. Мы помогаем осуществлять поиск и редактируем описание заявок, да, и помогаем составлять все эти документы, вплоть до того, что даже помогаем составлять квитанции об уплате пошлины. Это долгий процесс? Ну, сколько занимает по времени? Ну, составление заявки составляет по времени где-то в районе 2 месяцев, но в зависимости от сложности поиска, потому что бывают очень сложные технические объекты, где нужно для установления уровня техники, а его обязательно указывать в описании, необходимо просмотреть очень много литературы, как патентной, так и непатентной. Если объект попроще, то, конечно же, там и сроки сокращаются, соответственно. Но в среднем где-то 2 месяца составления заявки. Но необходимо учитывать, что с момента подачи заявки в Роспатент и до получения заветного документа, да, происходит тоже немало времени. В среднем при рассмотрении заявок на изобретение и промышленные образцы проходит где-то в районе 1,5 лет. То есть там заявки проходят 2 стадии экспертизы, принимается по этим результатам, принимаются решения, выдавать или не выдавать патент. Ну, это такой, скажем, средний срок, с учетом того, что заявитель вовремя отвечал на запросы экспертизы, что эти запросы были, да, там, ну, как-то мотивировал свое решение, допустим, приходит отчет о поиске, ему говорят, что это не новое, и что, допустим, есть какой-то источник, который противопоставляется новизне. Он возражает и шлет свои возражения, это все рассматривается. В среднем 1,5 года. На полезные модели это такие, так называемые малые изобретения, они относятся к техническим решениям в отношении устройств, только устройств, то есть какой-то, ну, конструктивный узел, да, вот он заключен в единый корпус, там патенты получаются быстрее, ну, где-то полгода-год, вот так. И необходимо отметить, что при подаче заявки, конечно же, необходимо уплатить патентную пошлину. Немножко неправильно понимают, считают, что нам что-то с этого перепадает. Нет ничего подобного, потому что, ставя машину на учет, мы платим госпошлину, оформляя жилье в собственность, мы платим госпошлину. Вы здесь тоже приобретаете собственность, только она у вас интеллектуальная, та, которая родилась в голове, она может быть несколько раз произведена, ну, сделана, да, в руках, овеществлена, да, скажем так. Но сулит какую
какую-то некую выгоду. Да, и сулит выгоду, но пошлина платится обязательно. Хочу сказать, что пошлина в Российской Федерации, она по сравнению с нашими европейскими и восточными соседями безбожно мала, что делает привлекательным рынок для правообладателей иностранных. Да? Но, скажем так, если вы пожелаете оформить патент на изобретение, то при раскладе, что вас вовремя отвечаете на запросы, не вносите каких-то существенных изменений в заявку, полностью вам это обойдется с учетом за уплату пошлины за поддержание патента за 3-й год в силе 8200 рублей. Ну, согласитесь, и эта сумма платится не одномоментно. Сначала вместе с заявкой идет документ об уплате пошлины за подачу заявки, проведение формальной экспертизы, потом можно где-то через полгода заплатить за экспертизу по существу, ну и потом уже, когда будет принято решение о выдаче патента, заплатить за сам патент. Но в течение полугода? Нет, это 1,5 года, да, эта сумма растягивается. Ну, допустим, чтобы зарегистрировать товарный знак, это будет, конечно же, подороже, но необходимо отметить, что свидетельство на товарный знак, его не надо ежегодно поддерживать в силе, как патенты, да, потому что, чтобы патент действовал на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец, ежегодно уплачивается пошлина за поддержание в силе. И эта пошлина, она каждые 2 года немножко возрастает. То есть логика государства какая? Что если вы на 8-й год еще поддерживаете свой патент в силе, соответственно, он вам интересен, он приносит вам какую-то экономическую выгоду. И вот оно возрастает.